Доброе утро всем, кто встречает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре 16 ноября и это утро вторника. С вами встречаем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Сегодня наши коллеги собрали самую полезную, интересную информацию, которую мы спешим с вами поделиться. Ну, например, покажем вам, почему нужно вовремя менять летние шины на зимние, а также расскажем про конкурс в Алдане, который прошел, где выбирали юную мисс Алдан. К нам в гости сегодня придет психолог Надежда Васильева, которая расскажет о грядущем в республике декаднике практической психологии, а также директор технопарка Якутия Петр Габышев. И расскажет, с какими успехами технопарк встречает свой 10-летний юбилей. Вы также можете поучаствовать в разговоре с нашими гостями и принимать активное участие в нашей программе по номеру WhatsApp 8 914 273 44 88. Отправляйте свои вопросы нашим гостям, ну а также пишите свои вопросы, поздравления. Может быть, делитесь хорошими новостями, как начинается ваша рабочая неделя. Ну, мы также очень рады обратной связи. Вот, например, вчера у нас был сюжет про вторичную переработку мусора у нас в городе Якутске. И девушка задала вопрос как раз-таки по WhatsApp. Добрый день, в Якутске с лета не принимается пластик, кроме бутылок. Когда возобновится прием? Можем вам ответить. Во-первых, немного повторим наш вчерашний сюжет. На любой пластиковой таре или посуде вы можете найти такой треугольник, в нем написаны цифры. Если там цифры от 1 до 5, то такой пластик, он годен для переработки, и его принимают в Якутской экологической компании по адресу Вилюйский тракт, 3-й километр, дом 1/4. Ну а также, друзья, напоминаем нашу страничку в инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ, ну и также следите за последними новостями. Если по какой-то причине вы не можете смотреть нас в прямом эфире, вы всегда можете посмотреть повторы наших программ на нашем YouTube-канале як24.ру. Ну и что, друзья, самое время узнать, какая же погода за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 25-30 градусов со знаком минус. В заречной группе 28-36 ниже нуля. В южных сегодня теплее в Алдане минус 11 в это утро. В Нерюнгри минус 18. В Вилюйской группе Улусов 16-30 градусов мороза, а в Нижнеленских 27-28. В западных минус 11, минус 16. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 1 градус в это утро в Черском и минус 21 в поселке Хану. В Янских 18-27 ниже 0, на северо-западе 23-35 со знаком минус. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 33 градуса мороза, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают нам слабый снег, ветер северо-западный подует с порывами от 1 до 5 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет 22-24 градуса со знаком минус. Сегодня в мире отмечается Международный день борьбы с анорексией. Это такое очень тяжелое психологическое заболевание, приводящее к полному истощению организма. Приходится этот день еще на 17 век и принадлежит известному английскому врачу Ричарду Мортону. Также этот день еще по-другому называют День без диет. Статистика говорит о том, что нервной анорексии подвержены более всего молодые женщины в возрасте от 18 до 25 лет. Однако тенденция показывает, что заболевание смещается в ранний возрастной период, а количество случаев этого заболевания неуклонно растет. В этот день принято распространять информацию об опасности об этом заболевании и последствиях, которые за собой оно влечет. А какие еще значимые события на этот день, на 16 ноября, мы узнаем в нашей постоянной рубрике «Даты и события». Сегодня 16 ноября,
во вторник отмечают Международный день, посвященный терпимости, Всероссийский день проектировщика. По народному календарю сегодня Анна Холодная. Анна без снега не жди хлеба, говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день предвещал плохие дела. Анна Холодная, осень голодная. Если дрова в печи в этот день горели сильно, а пламя с ревом устремлялось в трубу, это означало, что нужно ждать бурю. Приближение сильной стужи предвещали плывущие низко облака. Знаменательные события в истории в этот день. В 1848 году в Лондоне в этот день дал свой последний концерт Фредерик Шопен. Творчество Шопена оказало огромное влияние на многие поколения музыкантов. Шопен является одним из основных композиторов в репертуаре известных пианистов. В 1921 году в Москве состоялось открытие Высшего литературно-художественного института. В 1933 году установлены дипломатические отношения между Советским Союзом и США. 16 ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосекова совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около 2 десятков немецких танков и остановив наступление немцев. В 1945 году учреждена Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. В Советском Союзе запущен беспилотный космический корабль «Венера-3», который успешно приземлился на Венере. В спускаемом аппарате был помещен металлический глобус Земли, внутри которого находился вымпел с изображением герба Советского Союза, а также были установлены научные приборы. Ровно 50 лет назад в этот день было организовано Айхало-Удачинское отделение управления капитального строительства «Алроса». В этот день родились Александр Меньшиков, российский государственный и военный деятель, сподвижник Петра I. Александр Колчак, российский политический деятель, адмирал. Лев Николаев, советский и российский телеведущий, сценарист, популяризатор науки. Александр Малинин, советский, российский эстрадный певец, народный артист России. Даяна Кролл, канадская джазовая певица и пианистка. Александр Попов, советский, российский пловец, 4-кратный олимпийский чемпион. Именины сегодня отмечают Александр, Богдан, Василий, Валентин, Владимир, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор и Федот. В Якутске уже в 4-й раз пройдет республиканский декадник практической психологии. Декадник предназначен для всех интересующихся психологией, а также желающих в короткие сроки ознакомиться с различными направлениями и методами практической психологии, а также психотерапии. Это подойдет и родителям, и педагогам, бизнесменам, руководителям, а также тем, кто хочет личностно расти, развиваться, или, может быть, найти свой путь и разбираться в себе. И вот гость нашей студии Надежда Васильева, один из организаторов этого декадника. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, об этом декаднике, в кого в первую очередь, на кого оно рассчитано, кто может принимать участие и что вообще будет? Вообще идея возникла какая? У нас психология в последнее время имеет такую популярность. Каждый, кто как-то хочет развиваться, узнать больше о себе, о людях, об отношениях, о бизнесе, о чем угодно, тем, чем занимается человек, хочет изучать психологию и изучать. Психологов у нас много, и с каждым днем их становится все больше и больше. Вот. А идея их декадника вообще возникла в 2015 году, и это 5-й декадник уже будет проводиться нынче. И изначально моя идея была такая, что я хочу объединить всех психологов, потому что в каждом буквально министерстве есть свои психологи штатные. Есть частные психологи, есть школьные психологи. И все они как-то разрозненно сидят по своим учреждениям, и даже мы друг друга иногда не знаем, не общаемся. То есть первая идея это была объединение всех психологов, опытом, да? Обмен психологов, познакомиться, кто где работает, чем занимается. Город все-таки у нас маленький, и мы могли бы быть друг другу полезны, и обмениваться опытом. Это первое. А во-вторых, для людей, потому что люди очень часто спрашивают меня, вот где психологи, я не знаю, куда мне обращаться. Вот у меня такая проблема, мне к какому психологу пойти? И я не знаю, а как психологи вообще помогают? Некоторые до сих пор думают, что психологи дают советы.
а зачем я пойду за советом, если могу книгу почитать, YouTube посмотреть. С друзьями встретиться, да, с обсудить друзьями, опять же, проблему. да, друзья плохого не посоветуют, родственники и так далее. И не совсем понимают, чем психологи занимаются. Даже сейчас, когда это очень популяризировано, и в каждом фильме есть психолог, да, и он вот прямо лечит душу, а конкретно вот какими методами не все понимают. И вот задача вторая – это показать людям в короткие сроки, во-первых, какие есть психологи, какие направления есть психологической помощи, и как этот процесс сам происходит, каким образом мы можем помочь людям, да, в той или иной ситуации. Вот такой вопрос. Прежде чем к психологу обратиться, да, ну, у нас пока что в России, то есть это еще немножко, во-первых, стереотипное обращение к психологу, это когда ты уже дошел до края, уже критическая ситуация. И некоторые в основном игнорируют какие-то уже первые тревожные звоночки обращения к психологу. Вот как, может быть, самого себя продиагностировать, либо с каких пор, с какого возраста уже можно ходить и консультироваться? Как понять, что психолог необходим? Действительно, да, есть стереотип, что если я пошел к психологу, это край, вот как вы сказали, да. На самом деле, как и любой врач вам скажет, что лучше всегда заниматься профилактикой. Потому что когда ты уже больной настолько, что ты ходить не можешь, и только ты тогда идешь к врачу, ну это уже на реабилитацию и лечение тебе понадобится очень много и средств, и времени, и сил. Точно так же и с психологией, психогигиеной, с нашим эмоциональным внутренним состоянием. Как только ты чувствуешь, что какая-то непонятная ситуация у тебя в жизни случилась, или внутри ты переживаешь о чем-то и никак не можешь от этого освободиться, как только в отношениях ты зашел в какой-то тупик, и ты не знаешь, как решать эту проблему в отношениях с супругами, или с детьми, или с коллегами, с начальством, но мы все время в каких-то отношениях люди социальные находимся. Вот, то есть в любой непонятной ситуации не надо там, ну ты можешь, конечно, читать книги, проходить онлайн-курсы, ты можешь заниматься этим сам, точно так же, как ты можешь пойти в аптеку, купить себе лекарство, ты в Ютубе прочитал, что это кому-то помогло когда-то, да, и неизвестно на самом деле, как это Блогеры на тебя у нас очень повлияет. сильно Пожалуйста, влияют. да. Вот. А психолог, он специально обученный человек для этого, то есть он сразу увидит, в чем твоя проблема, и как, главное, тебе найти выход, то есть любой психолог, он помогает человеку справляться. То есть не так, что вот надо вот так делать, потому что я так делаю, да? А вот именно для тебя, исходя из твоих личных особенностей, из характера, из внутренних каких-то темперамента, переживаний, там, из того, в какой семье ты вырос. Это все очень влияет на то, как мы живем, как мы справляемся с проблемами, ну и вообще, как мы себя чувствуем. Скажите, а вот тонкий психологический настрой, это, наверное, все-таки больше к женской половине, да, человечества. Он, как Мы же говорится, эмоциональные. да, мужчины не плачут, а ходят ли мужчины к психологам? Ну, вы говорите, наверное, не про психологическую сферу, про эмоциональную сферу. Да, женщины, они более эмоциональны по психофизиологии, у них эмоциональная сфера более развита, чем у мужчин. Но это совершенно не значит, что мужчины вообще не переживают. Они могут не плакать, но они могут плакать внутрь. То есть, конечно, хочется, но нельзя. И идет подавление эмоций, и от этого мужчины наши раньше умирают, и больше болеют, и, в общем-то, страдают от того, что они не имеют социального права открыто проявлять свои эмоции. А вот еще такой вопрос в плане того, что некоторым людям, ну, у нас же, как у нас еще в России воспитывают, не выносите ссор из избы. То есть, как бы, внутренние конфликты семейные решайте дома, никому не рассказывайте. И никто не знает, что за закрытыми дверями происходит. Вот как найти того самого специалиста, которому довериться? Именно поэтому люди боятся ходить к психологу. У нас же город опять-таки маленький, и если я пойду, а завтра все об этом узнают, что у меня в семье происходит. Конечно, мне этого не хочется, да? Но первое правило психолога – это вот конфиденциальность, и чтобы это не навредило человеку. И как раз-таки на декаднике, вот вторая цель нашего декадника, чтобы люди поняли, да, вот какие есть психологи, где они физически, территориально находятся, да? Или это частные психологи, государственные психологи тоже будут участвовать. То есть будут представлены, но всех, конечно, мы охватить не можем, их очень много у нас. Одних только школьных психологов более 1000 у нас в республике. Вот. И поэтому те, кто наиболее активные, наиболее популярные и наиболее изъявившие желание сами участвовать. Мероприятие благотворительное, то есть все собранные средства, они идут в фонд Харасхал, который поддерживает детей-инвалидов. Ну, с ними мы сотрудничаем уже 5-й год. Вот, и как раз-таки там 27-28 числа
это суббота-воскресенье. Все желающие, вот кто хочет посмотреть на психологов поближе, познакомиться с ними, познакомиться с методами, которые применяют психологи, они могут вот туда прийти. И есть 2 часа на каждый мастер-класс. То есть параллельно в 5 направлениях будут 2-часовые мастер-классы. Что за 5 направлений будут? Это и детская психология, то есть отношения с детьми. Это супружеские, то есть в семье в целом, как отношения строят. Это клиническая психология. Вот клиническая, она где-то находится на стыке с Слово медициной. страшное какое-то. Страшная клиника, да. Но она как раз-таки занимается вот такими состояниями, как неврозы, психозы, депрессии, там повышенные какие-то страхи, фобии и так далее, когда твое состояние, оно уже близко к тому, что тебе совсем плохо, да. Это не просто ты там поссорился с кем-то, и ты не знаешь, как строить свою карьеру, а когда тебе реально тяжело, внутренние переживания какие-то тяжелые. Вот. Клиническая психология. Есть у нас коучи. Да, коучинг – это немножко направление другое, чем психология. И как раз там будут рассказывать, чем коучинг отличается от психологии. Не все психологи тоже понимают это, и коучи. Вот. И еще и тренинги, то есть социальные направления, когда вот в группе, тимбилдинг, например, есть такой, да, как там строить систему там в организации. Взаимоотношения с коллегами, да? Да-да-да. А кто из спикеров будет принимать участие? Есть у нас очень известный, Мельникова Надежда Михайловна, которая является, она вообще руководитель регионального отделения психологов России, да, РПО так называемое. Елисеева Наталья Дмитриевна, она руководителем была Центра при Министерстве молодежи, сейчас она управляет психологами школьными. Есть у нас, есть у нас и государственные психологи, есть у нас и частные психологи. Вот, вы можете со всей информацией познакомиться на сайте, да, 5-й республиканский декантник. Он привязан к моему инстаграму, Надежда Пси ЕКТ. Вот, и там есть вот ссылка, и там, пожалуйста, и программа, во сколько, кто будет, по какой теме. И все это у нас будет проходить в музее «Россия. Моя история», Уткина 5. Замечательное место. Да, и обязательно нужно будет для очного участия QR-код, а есть еще будет параллельное участие, то есть каждый мастер-класс, он еще будет онлайн. И вы можете, да, то есть если у вас QR-кода нет, так уж получилось, да, то все равно вы можете принимать активное участие. У нас есть еще те, кто психологи, они якутяне, но они уехали, кто в Питер, кто в Москву, кто в Севастополь, и они тоже будут принимать онлайн участие, проводить мастер-классы. Кроме мастер-классов, будут ли какая-то возможность очных бесед, личных встреч и консультаций, чтобы каждый, кто пришел, то есть людей, не связанных с психологией, а именно те, кто хочет разобраться в своей жизни, которые могут прийти, познакомиться со специалистами и найти все-таки своего? Будет возможность пройти индивидуальную консультацию просто по минимальной цене. Вот. И будет возможность пройти диагностику профориентационную. То есть есть еще и такие. И будет выставка психологических услуг, то есть все центры, они будут представлены, то есть вы можете получить раздатки, буклеты, с собой унести какой-то материал, который в конце потом вам пригодится, да, контактные номера там, и так далее. Я думаю, сейчас можно пригласить, пользуясь случаем, телезрителей принять участие в декаднике. Дорогие зрители, если вы интересуетесь психологией, если вы хотите саморазвиваться, если вы хотите быть здоровыми душевно, физически, то я вас приглашаю 27-28 ноября исторический парк «Россия. Моя история». В Зуме тоже параллельно вы сможете участвовать. Приходите, участвуйте, и будем очень рады вам помочь и видеть вас. Надежда, вам большое спасибо. Конечно Также хотелось бы отметить, что это благотворительное мероприятие. Да, все собранные средства идут в фонд Харасхал. Спасибо. Большое вам спасибо за такую полезную, интересную беседу. Друзья, берите на вооружение, берите на внимание. Ну а мы двигаемся далее. Многие слова и выражения в русском языке со временем, они поменяли свою смысловую какую-то нагрузку. Некоторые фразеологизмы, они сегодня либо слышатся, уже нам как-то режут наши уши, либо как-то мы смешно их воспринимаем. И при этом даже не догадываясь о том, что это первоначальное использование тех самых фразеологизмов. Да, чтобы говорить правильно, мы предлагаем вам посмотреть нашу следующую рубрику. Доброе утро, дорогие телезрители! Выражение
скатертью дорога имеет очень долгую историю в русском языке. Оно пришло к нам еще со времен Древней Руси и имеет значение пожелать путнику хорошей, доброй дороги. И это не мудрено. В старину путник испытывал много трудностей во время дороги своей. Он мог быть ограбленным, например, разбойниками, или попасть в плохую погоду, и тогда дорогу размоет дождем или заметет снегом, а иной раз дороги вообще не будет. И поэтому для того, чтобы дорога была гладкой, ровной, как скатерть, ему желали вот такое, ему говорили в дорогу вот такое выражение: скатертью дорога. Хотя надо сказать, что в настоящее время это немножко фразеологизм поменял свое значение. Нередко оно употребляется в ироническом смысле и похоже на что-то более разговорное, как флаг тебе в руки, барабан на шею, то есть иди ты отсюда восвояси. Поэтому, когда вы употребляете эти выражения, вспоминайте лучше его старинное значение. Всего доброго, давайте говорить правильно. Как приучить ребенка к чтению? Ну, я думаю, что самый лучший вариант – это показать собственный пример. Например, если ребенок увидит родителя за чтением книги, то, возможно, уже лишний раз, может быть, и не посмотрит в телефон или планшет. Как ты думаешь? Ну, я думаю, только личным примером как-то и можно вызвать у ребенка как раз-таки интерес к чтению. Ну и самое главное, это, конечно же, подобрать ту самую литературу, которая придется по душе ребенку. И для этого наша следующая рубрика «Книжная полка». Меня зовут Коркина Кюмней, я учусь в школе номер 3, 4 Д класс. И я очень сильно хочу посоветовать вам эту книгу. Там 3 языка и 3 сказки. Там сказка про лунную девушку, водяная крыса и птичка, скупой рыбак. Из этой книги мне очень понравилась лунная девушка, потому что в детстве мне отец рассказывал, что одну девушку умерли родители, и она жила у богатых родственников. Эти родственники ее послали за водой вечером. Она пошла и жаловалась на свою жизнь. Когда она жаловалась, лучше бы мне стать солнцем вместо солнцем, луной вместо луной. И вдруг это услышали луна, земля и солнце. А потом солнце сказало: земля, земля, а тебя обижают. Земля говорит: на солнце не живи, а то умрешь от жары. Луна сказала: на земле не живи, будешь дальше страдать, поднимайся ко мне. А потом девочка подумала, если поднимусь к солнцу, то умру от жары, еле останусь на земле, а то буду страдать. И решилась перебраться на Луну. А что случилось дальше, вы узнаете в этой книге, и рекомендую ходить в библиотеку и читать очень много. Ну что, мы продолжаем. И сейчас хотелось бы зачитать пару поздравлений, которые пришли на наш WhatsApp номер. Первое поздравление. Дорогую уважаемую подругу Ноябрину Дмитриевну Афанасьеву поздравляю с днем рождения. Желаю крепкого, как якутский алмаз, здоровья, долгих счастливых лет с любимым мужем Петром Петровичем. Пусть дети и внуки только радуют своими успехами. Любим, целуем, с наилучшими пожеланиями семья Яковлевых, Антонина, Константин из села Росолода, Мегина Кангаласского улуса. Следующее сообщение звучит так. Поздравляем нашу любимую дочку, сестренку, тетю, племянницу Винокурову Катю с Днем Ангела, здоровья, счастья и любви. Оставайся всегда таким же ангелочком. Ее с днем рождения поздравили родные. А мы с удовольствием присоединимся к этим поздравлениям и поздравим нашу коллегу Екатерину Винокурову, которая сегодня отмечает свои 18 лет. Катя, мы желаем тебе счастья, удачи, ну и, конечно же, до встречи в эфире.
Да, ну а увеличить конкурентную среду и сдержать рост цен на квадратные метры жилья в Якутске Министерство архитектуры и строительного комплекса республики надеется путем ввода новых площадок под строительство, и это решит эти две задачи. Ну а поподробнее об этом и других новостях расскажет наш новостной обозреватель Кристина Якупова. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Для регулирования цен на недвижимость региональные власти ведут ряд работ, чтобы местные застройщики не поднимали цену за квадратный метр. По словам министра архитектуры и строительного комплекса республики Павла Калатчанова, ведутся работы по подготовке строительных площадок и застройка новых кварталов. Так, сегодня в районе ДСК началось возведение нового квартала «Звездный», где по итогам будет построено более 260 тысяч квадратных метров нового жилья. Региональные власти надеются, что такая работа даст возможность увеличить конкурентную среду среди застройщиков и сдерживать рост на недвижимость. Вместе с тем на рост цен за 1 квадратный метр также влияет и удорожание строительного материала, что также существенно отражается на рынок недвижимости. Но учитывая то, что государство не регулирует цены, да, на рынке первичного, вторичного жилья, да, мы здесь видим одно из мер – это увеличение предложения на рынке недвижимости. Да, соответственно, будет конкуренция, да, соответственно, у людей будет больше выбора, да, и в условиях рыночной экономики, да, застройщики будут вынуждены, конкурируя между собой, да, выставлять более привлекательные условия, в том числе и по стоимости. В настоящее время активно ведется работа по подготовке строительных площадок. Да, мы уже в текущем году начали застройку квартала Воинская, да, микрорайон Звездный, да, в котором планируется более 260 тысяч квадратных метров жилья, и на сегодняшний день уже 7 многоквартирных домов приступили к строительству. Тем временем в Якутске проходит двухдневный международный научный семинар «Четвертичная палеонтология и палеэкология». В нем в очно-заочном формате принимают участие как российские, так и иностранные ученые. Научное мероприятие посвящено 85-летию со дня рождения видного якутского ученого Петра Лазарева, по инициативе которого в 1991 году был создан Всемирный музей мамонта. Сегодня музей мамонта – это не просто место, куда приходят тысячи людей, чтобы полюбоваться уникальными находками мамонтовой фауны, но и весьма самостоятельное научное учреждение. Музей входит в состав Северо-Восточного федерального университета и является его визитной карточкой. Когда был создан Всемирный музей мамонта, все исследования у нас потихоньку начали концентрироваться именно в Якутии. Здесь огромная заслуга именно Лазарева Петра Алексеевича. И то, что сейчас наша республика является действительно одним из даже мировых лидеров по исследованиям мамонтовой фауны, здесь его заслуга, она тоже несомненна, потому что он стоял у истоков. Хочу сказать, что у нас в Якутске будет создан Всемирный центр мамонта, который станет действительно консолидирующим центром всех исследований мамонтовой фауны. Не только якутских, но и многих российских институтов, которые занимаются этим вопросом. И это будет действительно центр притяжения мировой палеонтологической науки. 3 якутских школьника стали финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена», который прошел с 9 по 13 ноября в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Якутию представили 11-классники из столицы республики: Анна Иванова из средней образовательной школы номер 15, Константин Саркисов из школы номер 33 и Екатерина Мерикянова из городской классической гимназии. Всего в этом году в финал из 2,5 миллионов участников вышли 1500 человек из разных регионов России. Победителями стали 600 старшеклассников, среди которых 300 11-классников, которые получат образовательные гранты и дополнительные баллы к портфолио при поступлении в вуз.
Большое спасибо, Кристина. Кстати, несмотря на то, что в столице нашей республики, да и вообще по всей Якутии уже установились такие хорошие холода и зима вступила в свои права, многие автолюбители до сих пор не переобули своих железных коней. Кстати, Руслан, я знаю, что на днях ты вот как раз-таки этим и занимался. Да, действительно, но я сделал это с небольшим запозданием только по одной причине, чтобы показать разницу, как ведут себя летние шины зимой. Давайте посмотрим в следующем сюжете. Этот сюжет у нас будет посвящен летней и зимней резине. Но в самом начале хотелось бы показать, что будет, если зимой ездить на летней резине. Небольшой эксперимент. На зимней дороге мы разогнали машину до 30 км в час и в первый раз затормозили ручником и при помощи педали тормоза. Столбик, ручник. Ага. Как видите, в обоих случаях тормозной путь у автомобиля получился солидный. Ну а теперь, друзья, я думаю, что мы совместим наш сегодняшний выпуск. Не только расскажем, как ведет себя летняя резина зимой, но и пообщаемся с профессиональными шиномонтажниками, которые, может быть, что-то новое нам расскажут. Я думаю, будет очень интересно. Поехали в шиномонтажку на переобувку. Для начала узнаем у профессионалов, как правильно хранить шины после того, как мы их поменяем. Ну, хранить шины самое главное правило — это полное отсутствие прямых солнечных лучей. Это самое страшное для любых покрышек, когда они лежат под открытым солнечным светом. И хранение желательно в прохладном темном месте. Как правило, гаражи, скорее всего. Там освещение не очень, и прохладное темное место. Шины без дисков мы храним только стоя. Каждый месяц немножечко проворачивая их на 90 градусов, чтобы они не слежались, не было деформации протектора. Шины, которые одеты на дисках, накачанные, храним только лежа. После того, как мы сменили летнюю резину на зимнюю, возвращаемся на то же место и посмотрим, как будет тормозить автомобиль на зимней резине. Условия все те же. Разгон до 30 км в час и торможение в заданной точке. Давайте посмотрим, сколько, в шагах. У нас нет там рулетки и так далее, так примерно. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 метров разницы. Меняйте всегда резину с зимней на летнюю, с летней на зимнюю вовремя. Я думаю, советы, которые вы сегодня получили, они вам пригодятся. Это был Руслан Ачиров, Семен Афанасьев, специально для «Утра Якутии». Да, кстати, здесь еще не полная информация. Полный сюжет будет в передаче «Испытано на себе». Но хотелось бы отметить, что также Денис, сотрудник шиномонтажа, посоветовал переобувать летнюю резину на зимнюю примерно за 2 недели до того, как выпадет первый снег. Если мы не знаем прогноза? Прогноз обычно смотришь, там на 10 дней точно можно, да, посмотреть. Если вы меняете, соответственно, с зимы на лето, то вообще рекомендуется менять шины, когда уже ночью температура выше нуля, то есть в районе 5 градусов. Так что, друзья, автовладельцы, берите на вооружение. Ну и, конечно же, как говорится, готовь сани летом и вовремя меняй резину. Ну а мы двигаемся далее. И, кстати, похоже, город Алдан претендует на звание столицы красоты. Весной в городе Алдане прошел региональный этап конкурса «Миссис Россия». А недавно обаяние и таланты на суд жюри и зрителей представили представительницы 14 юных жительниц Алдана и города Нерюнгри. Юные красавицы поборолись за честь принять участие в конкурсе «Мисс Россия», региональным этапом которым является как раз-таки прошедший в Алдане конкурс «Маленькая мисс Якутия». В Сочи отправятся 4 финалисток. Впрочем, неповторимой и прекрасной оказалась каждая конкурсантка. С праздника красоты давайте посмотрим наш следующий сюжет. На Дарье вы видите русский национальный костюм, украшенный кружевом, стразами, бисером и белоснежным жемчугом. Разноцветием мотивов в одеждах на сцене районного дома культуры юные красавицы раскрыли очарование Индии и Узбекистана, Якутии и Японии, Руси и Греции. Дефиле национальных костюмов открыла конкурс «Маленькая мисс Якутия». Лучше нет и ближе края, чем Якутия родная.
За почетный титул «Мисс Якутия» боролись 14 участниц. Самым юным исполнилось 4 годика. В старшую возрастную группу вошли девочки от 11 до 13 лет. Обаянием, талантами и креативом в конкурсе померились жительницы Алдана, Нижнего Куранаха и Нерюнгри. Знаете, мне кажется, девочки не особо волнуются, и как-то в удовольствие проходили репетиции, наверное, больше волнуются мамы, переживают. Тем более, что мы так попали вот в этот локдаун, когда неделя у нас выпала, мы не могли нигде репетировать, тренироваться, и за неделю нам пришлось сейчас вот прям в таком темпе поработать. Конкурсу предшествовала серьезная подготовка, в ходе которой соперницы познакомились и даже подружились. Перед выходом на сцену девочки, конечно, волновались. Впрочем, в большей степени эмоции были радостными и легкими. Учусь я на отлично, ну в общем я приличная. Люблю гулять я, танцевать и в телефоне залипать. Свой город я люблю и всем своим знакомым привет со сцены шлю. Люблю мейкапом заниматься, очень-очень. Подружек, маму, тетю и сестру. Честно сказать, она очень рада, она абсолютно не волнуется. Ну, наверное, как у любой другой девочки было какое-то волнение легкое. Но я объяснила, что все-таки это, наверное, больше праздник для нее, чем какой-то конкурс. Поэтому мы идем с великим наслаждением поучаствовать. Конкурс включил 4 этапа. Помимо представления национальных костюмов, девочки рассказали о себе в визитных карточках. Затем соперницам предстояло выполнить конкурсное задание. А финальным испытанием стало дефиле в вечерних платьях. За своих любимец горячо болели группы поддержки. Ваши аплодисменты Юми. Это также одна из самых юных участниц нашего конкурса. Кто тебя сегодня пришел поддержать? Моя сестренка Ева и Маша с класса придет. В присуждении баллов составу жюри пришлось сложно. Все участницы оказались неповторимы. Сильные стороны конкурсанток были отмечены специальными призами. А в Сочи за титул «Мисс Россия» поборются победительницы из каждой возрастной группы. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. В этом году основному институту развития инновационной экосистемы республики Технопарку Якутия исполняется 10 лет. О том, какая работа была проведена за это время, сколько проектов было принято на реализацию и какие проекты планируется реализовать в будущем, об этом мы поговорим с нашим гостем, директором Технопарка Якутия Петром Габышевым. Петр Петрович, доброе утро. Доброе утро. Расскажите немного об истории создания данного учреждения. На самом деле история очень уникальная, прошло уже 10 лет, сейчас уже вспоминаешь это время такое. Мы сами не знали, что это будет вообще, что такое технопарк, для чего он нужен, какие будут резиденты. То есть просто как слепые котята ходили там в темной комнате. И время такое было интересное, я смотришь его с улыбкой на самом деле сейчас, потому что когда прошло столько времени, уже, конечно, мы сейчас поднаторели, там, набрались опыта. Сейчас учим другие уже регионы, как развивать технопарки. Вот. И когда я пришел в технопарк, просто у нас было лист А4, на нем было написано «Создать технопарк», и не было больше ничего. Не было представления, как это будет, что это будет вообще. То есть мы долгими ночами там сидели, корпели над бумагами, изучали опыт, мировой опыт, российский опыт. Спасибо большое Сколково, который нас в тот момент поддержал, кстати, поделился своим опытом своим. И, ну, наверное, вот наше терпение, наш труд, этот, вот, который мы проделали, помог нам, значит, достичь того, чего мы сейчас имеем на самом деле. А с какими достижениями встречает десятилетие технопарка? Ну, в этом году у нас ожидается выручка резидентов где-то 1,5 миллиарда рублей. Мы входим прочно в топ-10 парков России, технопарков России. Количество резидентов у нас где-то под 200 будет в этом году, ожидается тоже. То есть такие рекордные цифры, которых у нас не было, и мы смотрим в будущее с оптимизмом, потому что у нас подрастает уже поколение, которое выросло при технопарке. Мы видим, что школьники, которых мы учили в свое время, они уже приходят к нам с проектами. Поэтому мы спокойны за свое будущее, что у нас поток проектов не становится, будут новые ребята, новые резиденты, и, в общем, все будет хорошо. А лично для вас, какие проекты вам запомнились, может быть, больше всего, может быть, которые вот вы именно можете отметить? Ну, конечно, это проекты первые, которые к нам пришли в начале. Это компания, в общем, BG, которая делала краски. То есть мы прям их за руку прям проводили по всем этапам роста компании. От идеи до покупки оборудования, начала производства. То есть это вот такой этап был, когда мы с ними работали прям очень тесно с компаниями. Прям за руку их буквально водили там
кабинетам даже, да. Ну, это вот осталось в памяти. А поддерживаете ли вы связь вот как раз-таки с выпускниками технопарка, например, ну, вот с первыми резидентами? Да, конечно, они приходят к нам очень часто, помогают уже нашим компаниям, новым, да, компаниям, как это нужно делать, как правильно привлечь финансирование, как правильно общаться с инвесторами. То есть они, конечно же, опытом своим делятся с новыми компаниями, поэтому их очень часто приглашаем на свои мероприятия, на свои ивенты и просим их выступить, скажем так, делиться опытом. Какие сейчас резиденты в вашем технопарке и каких больше? Вот, отличается ли от тех, с которых вы начинали 10 лет назад на сегодняшний день? Может быть, сейчас IT у нас больше развивается, а тогда развивалось больше что-то техническое или что-нибудь еще? Какая-нибудь у вас есть статистика, Да, все верно, наблюдения? все верно. Сейчас у нас больше компаний IT в сфере. Из 200 резидентов примерно больше половины, это 120 компаний, это в сфере IT. И за последние годы, как открылся IT-парк, мы видим, что у нас в Якутии называется IT-бум просто невероятный. И количество IT-компаний с каждым годом увеличивается. То есть тренд такой до сих пор сохраняется, как бы, и мы считаем, что он будет еще дальше продолжаться, и IT-компаний будет все больше и больше. А основная вот функция технопарка, допустим, ну, вот ребята, студенты, да, у них есть какой-то проект, они приходят просто в технопарк или проходят какой-то конкурс, и что вот потом происходит? Они приходят в технопарк, говорят, что у нас есть такая идея, допустим, произвести там какую-то вещь. Там, пусть это будет там IT-продукт, да, или какой-то там такой хардвер-продукт. Мы говорим, что нужно тебе, значит, первое, второе, третье сделать. Для начала, если ты этого не умеешь, мы тебя научим, как это сделать. Если ты умеешь, допустим, первое, то мы тебя научим второе, если ты умеешь второе, то мы научим третье. Где взять деньги, как привлечь финансирование, как купить оборудование тоже. Все полностью рассказываем, обучаем. Даем помещение, если нужно, допустим, производственное помещение какое-то небольшое там, для старта, да, по льготной ставке аренды. И там уже проект развивается, мы смотрим, что он успешный, неуспешный. Там год примерно сидит, уже понятно, что он вышел на уровень какой-то производства или не вышел на уровень производства. Если он не вышел, то мы говорим, ну, попробуй что-нибудь другое, там, приди, там, потом в следующем году попробуй поменять проект, И приглашаем других уже резидентов. Так у нас проходит такой процесс обмена такой резидентами. Резиденты, которые проходят где-то года 3, видим, что он уже довольно успешный, вот они выезжают потом уже там, допустим, в Якутии у нас некоторые резиденты выезжали. Или выходят просто на рынок сами. Есть резиденты, которые вышли на мировой, например, рынок? Да, конечно, их очень много, таких резидентов, сейчас даже не буду пальцем, но их просто очень много уже. Больше 20 уже резидентов, которые вышли на... Если я правильно понимаю, вы выступаете в качестве наставников тех самых да, в том числе, очень талантливых людей с хорошими идеями, да? Да, все верно. Да, а какие вот мероприятия планируется провести в рамках юбилея? У нас вот в пятницу насчет открытия выставки «Музей России. Моя история». Глобальная будет выставка, посвященная нашему юбилею. Там мы расскажем о своих вехах истории, то, что мы прошли, какой путь с нуля до такого. Да? И покажем своих резидентов, самых успешных. В общем, приглашаю всех. Она будет длиться месяц, выставка. Поэтому все желающие могут прийти бесплатно, знакомиться с нашим технопарком, как он становился, как он вырос вот за эти 10 лет. Ну и поделитесь своими дальнейшими планами развития вашего технопарка. Пандемия показала, что сейчас у нас очень востребованы биопроекты, поэтому мы хотим построить биоцентр для того, чтобы наши проекты этого направления ощутили в полной мере поддержку. Потому что у нас сейчас есть маленькая лаборатория, которая не справляется уже с потоком резидентов в этом направлении, поэтому мы хотим построить такой глобальный биоцентр мирового уровня. Это наши дальнейшие планы, мы сейчас на этом работаем над этим. Ну, мы будем вам желать только дальнейших успехов, ну и будем надеяться, что еще через 10 лет мы с вами снова встретимся, у вас будут новые истории, новые резиденты. Спасибо. Успехов, ну и, конечно же, поздравляем с вашим первым таким серьезным юбилеем. Да, присоединяюсь к поздравлениям. Ну что, дорогие друзья, мы сейчас прервемся на небольшую паузу, но перед этим напоминаем также, что у нас, по-моему, даже, кстати, пришли еще поздравления на наш WhatsApp номер. Отправляйте пожелания, поздравления и участвуйте в нашем прямом эфире. Ну а сейчас прервемся на небольшую паузу. До конца этого года в Якутии ведут 14 детских садов, и 10 из них построят в сельской местности. В скором времени 1745 дошколят получат путевки в новые детские сады. Строительство новых дошкольных учреждений стало возможно благодаря поддержке Федерального центра институтов развития и привлечения внебюджетных средств. Подробнее об этом, о других новостях республики, а также всего мира расскажет наш новостной обозреватель Кристина Якупова.
14 детских садов на 1745 мест ведут в республике до конца этого года. 10 из них построят в сельской местности. Как отметил глава региона Эсен Николаев, строительство объектов образования – одна из приоритетных задач для республики. Ее реализация стала возможной благодаря поддержке Федерального центра институтов развития, привлечения внебюджетных средств. В текущем году строительство 8 объектов дошкольного образования на 1155 мест осуществляется за счет федеральной субсидии в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин», создания условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, национального проекта «Демография». 2 детских сада в Вилюйском и Хангаласском районах ведут в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». По программным мероприятиям государственно-частного партнерства планируется ввод в эксплуатацию 2 детских садов в селе Верхневилюйск и селе Тюнгюлю Мегино-Хангаласского района. В Якутске в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее» стартовала мультимедийная профориентационная выставка. Мероприятие в игровой форме знакомит учащихся столичных школ с миром профессий, элементами различных отраслей и рынком труда. Программа выставки состоит из 2 этапов, которые включают в себя прохождение интерактивных тестов, посещение мультимедийной инсталляции, а также мастер-классы по таким дисциплинам, как генная инженерия, программирование и видеопроизводство. Суммарно у учащихся имеется возможность познать азы более 300 профессий. Выставка будет работать до 20 ноября. Главная задача этой выставки – представить профессии будущего. Те профессии, которые сейчас приобретают особый интерес не только у молодого поколения, но вообще в мире формируют новую экономику, новое сознание, новые смыслы. Та форма представления информации, которая здесь присутствует, она наиболее удобна для наших молодых жителей. Поэтому я уверен, что им будет очень интересно. 25 октября 70 лет исполнилось Республиканской специальной коррекционной школе-интернату для неслышащих обучающихся. В рамках знаменательной даты в Центре культуры и современного искусства накануне прошло торжественное мероприятие. Помимо концертной программы, гостям юбилея представили творческие работы учащихся. Это рисунки и изделия из различных материалов. Как подчеркнула директор школы Оксана Винокурова, на сегодняшний день школе успешно удается социализировать учеников благодаря не только их творческому развитию, но и участию в различных федеральных программах, в том числе и в национальном чемпионате Обилимпикс. Сейчас к системе образования предъявляются достаточно серьезные требования, достаточно высокие требования. И мы, помимо того, что реализуем права детей-инвалидов, помимо этого мы должны еще реализовать их полноценное право на обучение без всяких ограничений на то. Коллеги, на этом у меня вся информация. Передаю вам слово. Доброе утро, друзья, всем, кто к нам присоединился, а также тем, кто встречает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре у нас вторник, 16 ноября. И вот у нас есть много сегодня именинников, как оказалось. Еще одно сообщение пришло на наш номер WhatsApp. Дорогую и любимую Татьяну Викторовну Медвинскую поздравляем с днем рождения. Желаем творческих успехов, здоровья, счастья, любви, радости. Пусть каждый день будет наполнен солнцем. Коллеги, друзья и родные. Присоединяемся к поздравлениям и переносимся в Венесуэлу, где установили мировой рекорд. Для этого в одном месте собрали целых 12 тысяч музыкантов, которые вместе исполнили классическое симфоническое произведение. Давайте посмотрим в сюжете, что из этого вышло. 12 тысяч музыкантов в субботу собрались во дворе военной академии в столице Венесуэлы Каракасе, чтобы попытаться установить новый мировой рекорд и стать самым крупным оркестром, исполнявшим классическое произведение на протяжении более чем 5 минут. Мероприятие было организовано Национальной системой детских и молодежных оркестров, известной также под названием «Эль-Система», основанной знаменитым дирижером Хосе Антонио Абреу. В нее входят 180 коллективов, объединяющих в общей сложности более 350 тысяч молодых венесуэльских музыкантов. Собравшиеся на площади в течение 10 минут исполняли славянский марш Чайковского,
Дирижировал ими племянник Хосе Антонио Абреу, 34-летний Андрес Давид Асканио Абреу. Мероприятие также посетила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Я хотела бы поблагодарить Эль-Систему, нашу молодежь, наших парней и девушек, потому что благодаря им Венесуэла снова войдет в историю как страна с самым большим симфоническим оркестром в мире. Предыдущее достижение было установлено 2 года назад российскими музыкантами в Санкт-Петербурге. Тогда свыше 8 тысяч человек исполнили гимн России на поле стадиона «Газпром-Арена». Решение Комитета книги Гиннесса относительно венесуэльского рекорда будет принято в течение ближайших 10 дней. Ну, действительно, какие молодцы, собрались и действительно сыграли. На самом деле, как показывает практика, тяжело организовать 5 человек, а тут 12 тысяч музыкантов. Причем каждый играет свое. И как еще не допустить того, чтобы не случилась никакая какофония, а именно получилась та самая мелодия, которая первоначально задумывалась. Ну а мы, друзья, с вами продолжаем наше утреннее путешествие и отправляемся в столицу Объединенных Арабских Эмиратов, где открылся уникальный туристический объект. Свыше 45 тысяч животных можно увидеть в открывшемся в Абу-Даби аквариуме. Крупнейший на всем Ближнем Востоке аквариумный комплекс открыл свои двери в пятницу для посетителей в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В более чем 60 экспозициях, разделенных на 10 разных зон, можно увидеть свыше 45 тысяч представителей морской фауны, в том числе рыб, птиц и рептилий. Кроме того, здесь находится самый длинный на Ближнем Востоке подводный тоннель. По словам сотрудников аквариума, на его осмотр потребуется около 2 часов. В одной из секций можно увидеть подводный мир Бутины, острова в Персидском заливе, который является заповедной зоной и доступ туристов на который запрещен. Эта экспозиция называется «Бутина». Это реальное место здесь, в Абу-Даби. Оно считается природным чудом света, и здесь мы попытались воссоздать его экосистему. На остров нельзя попасть, это охраняемая территория, так что единственное место в мире, где вы можете получить представление о том, как он выглядит, это здесь. Одними из самых известных обитателей аквариума в Абу-Даби являются суперзмея, которая считается одной из самых длинных рептилий в мире, содержащихся в неволе, и полосатый варан по кличке Профессор. Подготовка к открытию аквариума велась несколько лет, и одним из самых серьезных испытаний для его создателей стал коронавирус. Большинство представленных здесь видов нужно было ввозить из-за границы на самолете, но почти все авиаперелеты на период пандемии были остановлены. По словам сотрудников комплекса, это сделало весь процесс намного сложнее и дольше, но их это не остановило. Ну а в Москве прошел чемпионат Европы по новой олимпийской дисциплине BMX Freestyle Park, который дебютировал в программе летних игр минувшим летом в японском Токио. Соревнования по BMX Freestyle Park организуются на трассе специально сооруженного рельефного скейт-парка. Выступление оценивается по сложности, оригинальности и качеству исполнения различных прыжков и кульбитов. Результаты лихих велоакробатов выставляются в оценках. В Токио в турнире россияне участвовали, но, к сожалению, наград не добились. Зато сейчас в Москве наш олимпиец Ирик Рязаев завоевал серебро, уступив в финале только французу Энтони Жанжану. На пьедестале почета компанию Рязаеву составил еще один наш велосипедист. У Константина Андреева бронза. Всего в мужском турнире выступили 26 спортсменов. У девушек конкуренция была не такая мощная. На старт субботней квалификации вышли только 11 участниц. В итоге после вчерашнего финала призовую тройку составили Никита Дюкару из Швейцарии, немка Лара Мари Лесман и представительница Испании Тереса Фернандес Миранда. Ну а я, друзья, предлагаю вам всем посмотреть, потому что зрелище действительно захватывающее.
Демонстрирует такой, знаешь, амплитудный кадровый боевых скакан только что, кстати, был. Ну, лучше так. Друзья, ну сейчас вы действительно видите немного другие. Идет в гору, и я думаю, что 540, really 540. Друзья, победительница сегодняшних соревнований среди девушек, Никита, our congratulations you and a few words about... Слушай, действительно, это очень интересно. И, кстати, наши якутские спортсмены уже давным-давно как бы подумали бы, наверное, над тем, чтобы начать тренировки, потому что наш ландшафт как раз-таки вот тот самый уровень вот того фристайла для таких вот велопроездок. Действительно, очень интересное событие. Ну, я думаю, что, кстати, видел, да, у нас, в принципе, есть такие площадки, но хотелось бы, чтобы они были больше, качественнее. И я думаю, что ребята на BMX-ах, на велосипедах, на скейтбордах будут появляться все больше и больше. Друзья, ну время нашего эфира подходит к концу. Мы с вами встретимся завтра здесь же, на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха в программе «Утро Якутии». Хорошего вам дня и отличного настроения. Всем пока! Пока-пока!